называли период подъема. От китайской границы до египетских портов Средиземноморья процветала торговля Золотой Орды. В 1313 году, вероятно, в районе Наровчата, близ современного города Пензы, произошло выдающееся событие, когда священная наша религия ислам была принята в Золотой Орде на общегосударственном уровне. От Днестра до Сибири и от Хорезма до Среднего Поволжья годы правления Узбек-хана стали временем развития богословия, правоведения, суфизма, художественной литературы. Эта эпоха стала началом подъема и церковной жизни Северо-Восточной Руси. В 1325 году митрополит Владимирский Петр переезжает в Москву, а уже со времен следующего митрополита Феогноста белокаменная Москва становится бессменной церковной столицей Северо-Восточной Руси. Именно в годы правления Узбек-хана были построены первые православные храмы Москвы, церковь Спаса на Бору, первое здание Успенского и Архангельского соборов. Последние из них, хотя и в перестроечном варианте, до сих пор украшают Московский Кремль. Истинный основатель Московского государства Иван Калита получил ярлык на Великое княжение Владимирское от Узбек-хана. Неоднократно надолго приезжал в ханскую резиденцию, где решались вопросы укрепления Русью. Сегодня мы обращаемся к наследию Узбек-хана и Ивана Калиты как образцу диалога и сосуществования разных религий внутри единого государства. Еще в марте 2011 года во Всероссийском мусульманском совещании «Россия – наш общий дом» я выступил с призывом ко всей мусульманской российской умме широко отметить в 2012-2013 годах 700-летие принятия ислама государством Золотая Орда, которое, как известно, произошло по решению хана Узбека. Этот призыв был поддержан представителями религиозных организаций и академической науки, и не только России, но и стран Содружества независимых государств на 7-м международном форуме в декабре этого же года. Мы зафиксировали в резолюции форума намерение провести серию исследовательских и научных мероприятий и в 2012-2013 годах осуществили важные издательские проекты, организовали семинары и конференции, круглые столы в рамках изучения истории ислама в Золотой Орде. Символичным в этом контексте можно считать и передачу в собственность мусульманской общиной ханской мечети Касимова, минарет и основание которой, как известно, относятся к золотоордынскому периоду. Вместе с ханской мечетью Касимова нам государство передало и такие хана Шахгали и Афган-хана. Я считаю работу по возрождению богословского, духовного, культурного, архитектурного наследия Золотой Орды нам необходимо продолжать. Это требует научных и интеллектуальных усилий,
постоянного конструктивного контакта с органами государственной власти и диалога с обществом. На днях, встречаясь с директором Департамента культуры правительства Российской Федерации Петром Скоропоспеловым, мы также обсуждали вопросы передачи мусульманским организациям исторических культовых сооружений, в том числе и в Крыму, вопросы реставрации памятников архитектуры культового назначения. По всем этим вопросам мы нашли полное понимание и поддержку со стороны правительства Российской Федерации. 130 лет назад здесь, в Крыму, великий российский мусульманский лидер Исмаил Бей Гаспринский выдвинул концепцию русского мусульманства. Он призвал не жить иллюзиями и мечтаниями эпохи тюркских ханств, а сконцентрировать усилия российской мусульманской уммы на обеспечение достойного места мусульман в едином государстве. Я рад, что в текущем году мы широкомасштабно отметили год столетия кончины Исмаила Гаспринского как здесь, в Крыму, так и в российской столице Москве. Конференции и выставки были организованы при поддержке и помощи как федеральных, так и региональных властей. Пользуясь случаем, я хочу поздравить в этом зале во время открытия Международной научно-практической конференции главу Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова с единогласным избранием на этот ответственный государственный пост и выразить в его лице признательность Совета муфтиев России, правительству Республики Крым, а также хочу поблагодарить и Государственный Совет Республики Крым, всех министерств и ведомств, общественных и политических деятелей и движений за поддержку важных начинаний на благо мусульманской общины Крыма. В этом году мы вспоминаем опыт Узбек-хана и Исмаил-бея в российском Крыму, который вновь становится важнейшим центром евразийского пространства, как это было 7 веков назад. Завершение череды юбилейных мероприятий мы планируем в декабре 2014 года на 10-м Международном мусульманском форуме «Миссия религии и ответственность ее последователей в контексте современных вызовов человеческой цивилизации». Я приглашаю моих коллег, приглашаю наших партнеров и братьев в Крыму принять активное участие в 10-м Международном мусульманском форуме и внести свой вклад в обсуждение важнейших вопросов актуальной повестки дня. Еще раз я хочу поздравить уважаемого муфтия за то, что вы так торжественно, гостеприимно организовали международную научно-практическую конференцию в Крыму. Пригласили многочисленных муфтиев, имамов и ученых в Крым. Я искренне благодарю организаторов в лице Духовного управления мусульман Крыма, правительства Республики Крым за поддержку идеи празднования 700-летия мечети Узбек-хана. Желаю всем участникам здоровья, счастья, благополучия, милости и милосердия Всевышнего Аллаха, возрождения, процветания народом Республики Крым и самой республики, и нашей многонациональной, многорелигиозной отчизне Российская Федерация. С праздником, с открытием конференции желаю успехов вам. Спасибо.
Салам Сараилбей за теплые слова, за ваши пожелания. Мы ценим вашу позицию относительно нас. Аллах разулсун. Далее хотелось бы пригласить председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесской Республики, шейха Исмаил Алиевича Бердиева. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Ассалату вассаламу аля расулиллах. Уважаемые коллеги, уважаемые участники конференции. Сегодня то, что мы собрались здесь, это очень большой праздник для мусульман России. Я лично первый раз в Крыму. Я был до этого. Если бы все оставалось так, как есть, может, я не приехал никогда. Но хвала Всевышнему, наши чувства такие, как видишь своего родного брата, который заблудился, ушел на некоторое время, не знал, где он, потом появился. Вот у нас такие чувства. В то время, когда страна разваливалась, мы все прекрасно знали, то руководство, которое было, вот здесь Равин Хазрат не даст соврать, когда мы встречались с Ельциным, Борисом Николаевичем, он даже тогда, когда встречался с религиозными лидерами, там был и патриарх, и муфти, и представители других религий, он и тогда был выпивший. И вот в таком состоянии ему тогда не до Крыма было. Лишь бы там разделить, взять то, что есть, и царевать. Ну, хвала Всевышнему, пришел Путин. Человек, который болеет за своих граждан, за государство. И этот человек вернул то величие России, которое было у Советского Союза. Во время Советского Союза, когда мы выезжали за границу, на нас смотрели с тем, что это Советский Союз. Когда мы ездили во время СНГ, мы говорили, а это бывший советский. Сейчас вот то величие вернулось. В первую очередь хвала Всевышнему Аллаху, то, что Он дал эту возможность, и то, что у нас руководитель Владимир Владимирович Путин действительно человек, который заботится о своем государстве. Для вас, для Крыма, это очень большое счастье. То, что так случилось, что обстоятельства сложились так, что вы смогли выйти на всеобщее голосование и сказать, нет, мы хотим жить в России. И это случилось. Какой дурак может уйти из России? Такая великая держава, атомная держава. Нам об этом говорил еще Каддафи, когда приезжал к нам в Москву, в то время, когда в Чеченской Республике у нас были волнения. Некоторые сепаратисты хотели выйти из России. Вот он тогда говорил, какой дурак может так подумать, выйти из такой страны? Нас действительно боятся, уважают, завидуют, и поэтому делают все для того, чтобы мощи той, которая у нас есть, чтобы этого не было. Все эти санкции, все это исходит оттуда. Хвала Всевышнему. Никакими санкциями нас не напугать. От этого мы, наоборот, крепнем. И, иншаллах, будем крепкими. В Российской Федерации есть три основные духовные управления. Это Совет муфтиев России в Москве,
В Уфе это Центральное духовное управление. Все представители здесь. И на Кавказе там 8 духовных управлений, которые мы соединили вместе, сделали координационный центр мусульман Северного Кавказа. Крым — это непосредственно наши соседи. Поэтому мы приехали в полном составе. Дагестан, Чеченская республика, Ингушетия, Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край, Калмыкия, Адыгея, Краснодарский край. Мы все здесь, все муфтии здесь. Вот от имени всех муфтиев я хочу вас приветствовать тем, что мы вместе в одной семье и радуемся, празднуем вот таким вот юбилеем. 700 лет то, что у нас стоит на мечети. В Дербенте есть еще постарше. В Дербенте там есть могила сахаба, пророка нашего Мухаммада, алейхиссалату вассалам. Эта мечеть уже почти наполовину под землей, более 1000 лет прошло. Это наши святыни. Но мечеть это для того, чтобы молиться там. Для мусульман вся земля мечеть. Ты можешь найти чистое место, повернуться от Аллаха и молиться. Но тем не менее, те люди, которые строили эти мечети ради Всевышнего, они будут обладателями рая и иметь там дворцы. В настоящее время демократичнее, чем Россия, нет ни одной страны, я имею в виду по отношению к религии. Так как у нас позволяется исполнять шариат, поверьте, нет этого нигде. Примером этого может служить у нас Чеченская республика. Вы видите, в каждом населенном пункте стоят мечети. И какие мечети? Красавцы. Такие здания фундаментальные. Хвала Всевышнему, то, что Аллах дал нам таких людей, как Рамзан Ахматович Кадыров. Его отец Ахмад Хаджи. Мы вместе учились в Бухаре. Вот Рамиль Хазрат, Шарафуддин здесь. Мы вместе в Бухаре учились. Единственное заведение было в Советском Союзе, где преподавалась религия. В то время, когда политика была другая, эта медресе была для того, чтобы показывать всем странам зарубежным, что у нас есть свобода религии, что есть учатся, приходили, смотрели на нас, как зверинцы. Вот мы здесь учатся. Все муфтии в основном это выходцы из Бухарского медресе Ирана. Мы на Северном Кавказе сделали такой отличительный знак для тех людей, которые делают и стараются ради ислама. Орден за заслуги перед уммой. Так вот, первую степень этого ордена мы передали президенту нашему Путину Владимировичу, то, что он остановил войну на Кавказе. То, что он помогает нашей умме. Второй номер у Ахмад Хаджи Кадырова, который ушел после. Итак, вот мы продолжаем давать эти ордена. Я хотел бы здесь, муфтию Крыма, 15 лет он работает. Какие тяжелые времена прошли у него. Тут были разногласия. Выходили такие умники, которые кричали: зачем нам Россия, будем отдельно быть в Украину. Но все это проходит. Иншаллах, я надеюсь, все это и пройдет. То, что мы все это пережили без никаких потрясений, без никаких войн. Хвала Всевышнему. И мудрости ваших людей. Амир, я бы хотел вам этот орден дать. Орден второй степени за заслуги перед умой. Шафик.
Благодарим Исмаила Алиевича за его слова, за орден в тебе. Мы ценим ваше отношение к нам. Спасибо большое. Далее хотелось бы пригласить на сцену муфтия Беларуси Ибубекира Шабановича для приветствия. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дорогие братья и сестры, я полон самых искренних, самых чистых, как родничок воды, чувств, потому что я привез от мусульман Беларуси, которых на сегодняшний день насчитывается более 100 тысяч человек, от большой уже умы в том регионе, самые искренние слова приветствия всем вам. Уважаемые, эта чистота чувств еще и базируется на том, что мои далекие предки, крымские татары, в основном в 1397 году из Крыма переселились на нынешнюю территорию Литвы, Польши и Белоруссии. Таким образом, мои далекие предки, татары, оставили корни благодатной, благословенной крымской земле. И, по всей вероятности, так как они уже были искренние мусульмане, то и их предки уже побывали в мечети узбеков. И поэтому не лишним будет еще раз напомнить вам о том, что мы в Беларуси все живем именно такими чувствами, что мечеть – это истоки жизни от никяха до ухода в вечную жизнь, как дом Всевышнего Аллаха, как станция каждому мусульманину, являющийся высочайшим камертоном его имана. Дорогие братья, мы помним, откуда, мы знаем, какие мы. И в том регионе мои предки перенесли очень сложную историю, очень нелегкую жизнь. Кое-что утратили. К большому сожалению, утратили язык, как часть влиятельнейшей культуры, но сохранили веру, истинную веру Аллаха. И по воле Аллаха мы сохранились до сих пор. Вы знаете, мы верны этим заветам. И вот уже 20 лет, как создано наше объединение мусульман в Республике Беларусь, которое масштабно, всестороннее, вместе с академическими учеными, вместе, в первую очередь, с Академией наук,
с Институтом истории, Институтом философии, существующим у нас в республике Институтом по